Всем доброго времени суток. У нас раннее утро. Я только что была на рынке, купила мясо. Ну, практически без каких-то там рублей на 6 тысяч. 5800 с чем-то. Хорошее мясо, прям такое молодое. Это я у родственника брала со шелхотой. Село у нас есть такое, есть с шелхотой. Там у нас родня живет, ну, супруга вся родня. И купила вот такое мясо. Нам просто, девочки, поступили заказы на тушенку. В дальнейшем я планирую, если, иншаллах, дело пойдет нормальное, заняться этим делом мы планируем. Вот. Потому что заказ поступил на Москву. Но у меня знакомый еще есть из Питера, который говорит: Киса, ты сделай, покажи нам, мы посмотрим. Мы бы тоже заказали. Особенно у вас мясо горное, вкусное. Я говорю, ну, мы займемся этим делом. Танюш, доброе утро. Доброе утро. Значит, сейчас мы что сделаем? Отделим мясо от косточки, уберем жилку, где есть, чтобы мясо было в основном мякоть, идет на тушенку. Ну, я как-то делала дома, ну, давно уже, правда, но делали больше с птицы. Вот, ну, попробуем. Так, может, надо было купить пару курей еще, чтобы... Ну, не все сразу. Ты же ее не делаешь совместно, а делаешь отдельно говяжье. А вообще, Ну, красивое мясо, да, прям хорошее? говорят, очень ценится тушенка с Индюшинное мясо. индюшиной, да. Так что это, если это у нас получится, если понравится, ну, попробуем. Угу. А вообще это мое. Я бы хотела таким заниматься. Ну вот, таким, знаете, что, как сказать, это зарабатывается собственным трудом, деньги, честным трудом. И такая возня приятная, где косточки, где что, кто на супы уйдет, что на холодец, а остальное будет идти в дело. Вот, у меня большой навес есть для этого, заниматься есть где этим, если вдруг что. Потом вам, как называется вот это вот, типа кастрюля, вот, в котором это все... Автоклав. Автоклав, да. У меня есть желание его приобрести. Ну, посмотрим. Пока два заказчика. Посмотрим, как оно у нас что получится, что из этого выйдет. Хотя, почему у других получается, у нас не получится, да? Ты же не первый раз делаешь, тушенку. Не, ну я же только рассказывала, что давно я и делала, но делали в основном из птицы. И ИСУ так делали. В Зимовниках, когда жили, там же индюками тоже занимались. У нас было по 80, по 90 штук, до 100 штук. Держали всегда этих индюков. Ну, сейчас я пока такими кусочками порежу, а потом Красивое мясо прям. режется оно приблизительно как спичечный коробок. Вот такого размера будут кусочки. Угу. Хорошо. Красивое мясо очень. Ой, Да, красиво. Главное, что мясо без всяких там добавок, без всяких премиксов. Здесь этим не занимаются. Здесь все выращивается на натуральных кормах. Поэтому никакой химии нет. Поэтому люди, которые знают это, вот и заказали. Чисто горное мясо, Потому да. что в городах мясо поступает там с комплексов различных животноводческих, а там все выращивается на премиксах. Премиксы это для искусственного наращивания мышц. Но мясо тогда не имеет такого вкуса, как вот это вот домашнее мясо. А что происходит тогда? Просто растет хорошо, да? Быстро растет, да. Угу. А вкусовые качества совсем не те. Вот видите, так вот отделяем жилку от мяса. Так, надо ножи подточить. Как там песня была? Шуфутинского? Жаль, что в доме не наточены ножи. Да, или как да, она? да. Видишь, я все помню. У нас к каждому слову есть песня, Да. к каждому воспоминанию.
Анжелика планирует у нас заняться этим делом. Мясным производством. Да, так как она очень сильно любит мясо. Ой, да уж. О, мам, какие с них были очень хорошие эти пальчики отбивные, да? Да. Мяско. Я прям вижу, как это происходит. Режутся тонко кружочки, оно жарится. Анжел, хажа? Отбивной махаз хэрду и жижик. Хажла. Дуды. Анжелин, хамага, мы вообще в этом деле профи. Анжел, такое мясо ж ты Анжела, он пела? пироги печет сейчас будет. Да? Ну смотри, может уже подошло. Подошло, я жду, пока вы закончите съемки. Да. А, он же тут Знаете, съемка на съемке идет. Тут что? Работать некому, а этих операторы со всех сторон поджимают. Снимают все камеры. Так что вы не удивляйтесь, когда бывает видео чем-то похожи друг на друга. Асюся, то хлебушка, то яблочко. Я еще яблочки купила. Чеснок купила. Ну, купила чеснок, яблоки, сетку маленькую лука. Поэтому добавляем Мгм, лука. Что я еще купила? Яблоки, лук, чеснок, ферри, хлеб, мясо. Остальное все есть. У нас идет. Это сейчас я пойду, наверное, заложу стирку. А то там уже куча целая лежит. Сколько стираю, Подождет развешиваю. ваша куча, как-то говорят. Все равно. Так, мамуль, тут что, на котлетке хоть останется нам? Конечно, сейчас вот я все отделяю косточки. М. М. Котлетки. Разом заставки хватает. Гайда? Да, к нам. Никаких котлет. Пожал, 7 духой. Вытяхалчи. Полностью. Вон косточки сварю. Полные 7 духой. Вытяхалчи. То котлети. Самой ешь. Анжела, ну глянь, ну хоть там трохи підходи, ні? Підходи. Че, у нас стоять недолго. Хай Ну стоїть. все равно. Хай будет, хай. Как ты маленькая говоришь? Трохи. Хай будет, хай. Я таких прогнозов не наблюдала, сейчас смотрела. Махаш дождичек, дуй, Анжела? Смогли, что бы ты смогла с него сообразить, например? Ну, каких там пальчики эти, отбивные. Ну, это, в принципе, одно и то же. Еще что? Че одно и то же, пальчики заворачиваются, да, чеснок. Не, ну, да. смысл в том, что обжарить мясо, отбить его и... Мгм. То Ну, за- вареное мясо я не очень люблю, но все равно, знаешь, на этот салат Тбилиси, цена. На Тбилиси. сварить, да? С него бы получился отличный лагман. Кусочки, Обманешь, видишь? не очень. Не любишь? Да, не очень. Так, знаешь. Ну вот. А потом, знаешь, бывает просто, помнишь, как я жарила курицу этого, со сливками? Да, помню. Вот это с этого мяса тоже был бы отличный вариант такой. Порезать квадратиками аккуратно, прожарить хорошо туда со сливками, с этим всем, подливать чем-то. Знаешь, бабка вкусненько. Вот это вот приправа есть говяжья вкусная. Из-за отвухшая, чего мерзкая, это да? он. Так, все, у нас дело в процессе. Мы уже взвесили, сколько мы, 2,5 килограмма, да? Или то? 2 килограмма мяса и полкилограмма надо Жира. жира, да. Это лучок нарезанный, перец горошком, лавровый лист. Ну, лавровый лист там, как говорится, в рецепте по желанию. Есть люди, которые не любят лавровый лист. Мы любим. Ну, его там немножко на дно банки. Если здоровый лист, напополам перерезать. Если маленький, то можно и целый положить. Сейчас мельче чуть порежем это. Красиво. Угу. Вот каждую баночку по лавровому листику. Ну, у нас где-то есть и большой лист, поэтому я на 2 половинки его разломила. И так приблизительно, ну, штук по 10, а то и больше. Горошин черного перца. Так, дальше. Вот здесь 2 килограмма мяса. Значит, здесь идет 2 чайные ложки соли, так как на килограмм идет 10 грамм соли. Ну, так, Не полная с горой не ложка. полная, да. Соль. Вот. Потом я сюда, здесь полкилограмма жир.
Вот. И лука. Ну, вот так приблизительно. Теперь это все перемешаю тщательно и разложу по баночкам. Друзья, напоминаем, что это мы закрываем на у нас заказ. Вот, но если кто будет желать, дальше по ходу будет видно, посмотрим на все это. Но мама много лет назад занимались этим, делали, получалось хорошее. Сейчас заказали люди с Москвы. Но мы делали с птицы, поэтому Да. я не знаю, как получится говядины. Но мы, конечно, прежде... Конечно, мы сначала Если баночку... останемся живы, то значит Само идем собой. верным путем. Так, ну вот так вот она пусть немножко еще как бы настоится. Так, все, процесс пошел. Процесс пошел, как говорится, Боже, поможи. Накладываем не совсем полные баночки. Полные не надо, потому что будет выделяться сок. Вот так примерно. Крышечки обязательно стерилизуем. Да. Баночки я помыла и хорошо просушила. Они все равно будут кипеть в воде. Так что их... Мясо я резала, ну, такие средние кусочки, небольшие. Потому что, чтобы оно хорошо протушилось. У нас будет, как говорится, в домашних условиях мы ее делаем. У нас пока так лава нет. Но если на вкус получится хорошая, то, конечно, мы все приобретем. Даже 2 возьмем. Да, Да что там-то? 3. А как это? Да ты не справишься. Да что ты не справишься? Любите вы палочку. Я вот думаю, это соль. Ну, соль идет по рецепту, а мне кажется, маловато будет почему-то, не? Мало. Да ну, Ну, вроде бы все по рецепту, да, так-то. все по ГОСТу. Да. Да так, тушеночку, баночку открыл. Буквально мы в армии, когда работали, мы на тушенке и плов делали, и супы варили, и с вермишелькой, и с картошкой такой вот это, типа как. Нет, так было выгодно в том еще плане, когда бы кто-то вот нечаянно нагрянул, раз там что-то творил, банку тушенки открыл, Да. и уже... Ну, мы вот это первое проварим, если мы останемся живы, и она получится хорошая, то мы это будем делать. Поставим это дело на поток. Подготовим навес. Навес у нас будет для... Не, ну зимой-то может здесь. Я-то планирую... Мы сейчас с супругом на улице были и с Сюсей. Сюся игрался, а мы там кое-что. То стирку вешала, он там своими делами занимался. Вы думками богатели, да? А мы строили планы уже, ну, навес. Из навеса хотим же сделать зимнюю, летнюю кухню, чтобы вот это все таскать. Потому что помощь мне не всегда есть, не всегда будет в дальнейшем. А таскать это все каждый год туда-сюда уже не 17, не 20 лет, как говорится. Не 16, как ты говорила. То раз сделать капитальный ремонт, чтобы оно там все стояло, чтобы зимой и летом одним цветом. Так, Понятно? если что не так, не судите строго. Так. Сейчас накрываем крышечками. Друзья, ну вот, все, наша тушеночка уже готова. Вот такая вот она вышла у нас. Чистый продукт, натуральный, горный. Чистое мясо, без всяких там, я не знаю, без всякой химии. И мясо, самое главное, у нас, как мы уже говорили, выращивается мясо в горах, без ничего не колят там, чтобы это на вес добавлялось или что-то такое было. Все натурпродукт. В общем, нам заказали на Москву
Для начала 10 банок, но мы вчера сделали только 6, потому что кастрюля у нас была небольшая, и просто мы хотели попробовать первый раз, что, как у нас это получится. Девочки, очень, друзья, очень вкусная. Просто вот реклама рекламой, да, но если бы мне не понравилось, потому что это уже мое личное производство, наше, то есть, то конкретные претензии будут к нам. Это не то, что купила и перепродала, это мы сами делаем. Очень вкусно, реально, прям хорошие куски мяса, вот так вот, любое событие, там, неожиданно гости, или что, раз тушеночку открыл, либо с картошкой отварил, либо с вермишелью, либо на этом же супчик сварил. Мы на работе, когда работали, мы открывали тушенки в военном городке, мы с них и супы, и борщи варили, все, именно говяжья была у нас, в таких жестяных банках была тушенка всегда. Обращайтесь, пишите. Ну, у нас баночки будут в дальнейшем идти 700-ки. Это просто пробный вариант, и заказали у нас именно в таких баночках 20 штук. 10, ну, 6 мы сделали, еще сегодня 4 сделаем, ну и потом остальное тоже доделаем. Это заказ на Москву, поэтому, как говорится, за базар отвечаю, тушенка очень вкусная, очень. Так, девочки, еще вот это фарш. Прокрутила мама сейчас мясо. Да, это на пельмени мы будем лепить вечером. Это котлеты сейчас пережарить, потому что люди придут крышу накрывать. Просто сейчас выходные закончились, и все вышли на работу. Пока организовать очень сложно. Супруг то в рейсе, но у нас просто почему не сходится? Не совпадает. То как-то он в рейсе, они выходные, то они на работе. Он, в общем, организуем. Может быть, на эти выходные сделаем. Просто нужна рабочая сила, как говорится. Вот такой фаршик получился у нас. Вкусный. Ну! Да куда Бихан на работу едет? Сейчас мама приедет, тебя Будем заберет. котлеты делать. Всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум. Велика Хилмасери. Только прибежала с почты. Девочки отправляла посылки и забирала посылки. Вот. У нас сегодня до обеда света не было, поэтому Софишка дома. Сказали детей забрать до обеда, потому что, не было света, отопление не работает, ни печки не работает. Ну, в общем, Софишка у нас сегодня полдня, можно сказать, дома. Как раз сейчас пришла посылочка с Василька, с нашего любимого. Мы сделаем обзорчик вам. Поздоровайся с Людечками. Людечки, всем привет! Я покажу, какую мне мама куклу купила. Покажу? Какой купила? Я же не купила, это же Людечки отправили. Мы, кстати, в этом ролике ее покажем сегодня. Нет, подожди. Так. Людечки, подождите меня на минутку. Угу. Девочки, не обращайте внимания, подушки просто выносила сегодня проветрить на улицу. Занесли и так положили, уже чтобы по шифонеру, уже туда-сюда и ночь скоро. Я люблю их часто, вот постелю покрывала, да, и под навесом. Людечки, А ну-ка. ждите подарок. Сюрприз. Мы уже эту куколку показывали уже. Это тебе Людечки на базаре в Хасавюрте подарили, просили передать куклу Анну. Сегодня этот ролик мы прикрепим. Люди-то еще не видели, Нет, но это мама уже... Эльза. Да, это Эльза, но мама уже ролик сняла. Ну, в общем, все, хорошо. Пока Эльзу поклади сюда. Вот такой огромный мешок. Пришла посылка. Все сейчас будем вам показывать. Мне не мешай. Мне не мешай только, ладно? Вау. Так. Давайте сначала покажем Софишкины вещи, чтобы она ушла и нам потом не мешала. Да? Да. Да, нет. Вау, какой. Положи, пожалуйста. Ма, я тебе не мешаю. Так, начнем с того, что вот такая 25-30 упаковка носки нам пришла. Что здесь, Софиш? Здесь такой. Хорошие такие носки, термос. Носки термос. Вот такие вот они разноцветные. Фиолетовенькие, синие носочки.
Вот синие. Ой, как я положила. Да, синие, красные, розовые носочки, синие и вот такие серенькие. Смотри, какие носочки тепленькие. Дай-ка я почитаю. Угу. Все, Белый. посмотрела? Нет, белый. Так, дальше идет у нас туника для девочки. На 7 лет я заказала, девочки. Потому что на 6 лет нам уже реально вещи маленькие. Я хочу все полностью, еще у меня одна посылка идет. Я хочу полностью обновить гардероб, а все то, что она носила до сих пор, раздать деткам. Потому что все чистенькое, все хорошее. Давай оденем, Софич, давай покажем людичкам. Давай. Нет, это такая туничка на 7 лет. Она, видишь, как хорошо тебе в ней? Мгм. Видишь, как красиво? Вау! Покажи людичкам. Скажи, людички, видите, как красиво? Спасибо тебе большое, Василек. Спасибо большое, Василек. Не Виселек, а Василек. Василек. Где наша расческа? Освободил? Подожди секунду. А ты что, губы накрасила? Да? А что ты? А, ну ты же готовилась к эфиру, да? Да, Ты в кефир. камеру смотри, в камеру, чтобы людички на тебя видели тебя. Вот. Такая туничка. Девочки, на 7 лет. На 7 лет заказывала. Ну, потому что на 6 лет уже маленькая. Уже нам как бы не той Андрей, да, скажем так. Она мне тепленькая. Тепленькая, да? Так, покажи ручки. Как вот ты танцевала? Ой, как мне не нравится, что подушки там стоят, но уже все, пусть. Все, спасибо. Большое спасибо. Идем дальше. Открываем. Вот такая, точно такая, только немножко другой рисунок, но мы тоже на 7 лет. Мы сейчас оденем, все покажем. Какая бледная. Давай оденемся. Вот, дубль 2. Спасибо. Тоже, отпускай ручки. Тоже на 7 лет, девочки. Вот Софишка, она такая, она рослая девочка, крупненькая, да. Мы, например, заказываем вещи уже на 7 лет даже. На 6 лет вот вообще как раз, буквально месяц походите и все. А я заказываю так, чтобы на садик ей было самое главное, чтобы она в садик. Софишка, ты сюда смотри, Людички, на тебя хотят же посмотреть. Мам. Стой ровненько. Я потом Людичкам цену все скажу. Расскажу, ты ж покажи им, какое платьечко красивое. Да, вот такая вот красота. Дальше у нас что идет? Пижама для девочки. Тоже на 7 лет пижама для девочки мы сейчас покажем. То есть ты будешь кривляться, бисмилlah рахмани рахим, люди подумают, что ты нехорошая девочка. Это как Вот так ты же веди себя, как полагается. Вот такая вот кофточка желтенькая. Смотрите. Давай поймем. Ну, конечно же. Его. Вот. Идем штаны давай. Ой, как красиво, пижамка. Как цыпленочек. А штанишки вот такие вот. Синенькие и такие вот здесь вот лапки. А? Я вас всех, Софиш. Волёшь, мацехол. Девай. Это на 7 лет как бы идет, но у нас девочка рослая, да? Да. Сама одеваться умеет, когда спать. Конечно. Конечно же ведь. Софишка очень хорошая девочка. Очень. Я сама и одеваться могу. Ну да, ну да. Видишь, какая пижамка хорошая. Посмотрите, Людички. Повернись к Людичкам. Вот здесь Лапки, да? лапки, да, как у собачки. Маленькие. А вот здесь котята. Не, это собачки. Это не котятки, это собачки. Тебе просто, может, показалось. Это кошка, а это собачка. Что нужно Васильку сказать? Спасибо большое. А еще скажи, Людички, заказывайте и своим деткам такие вещи. Заказывайте своим деткам тоже такие вещи. Очень красиво. Хорошо, правда, такая пижамка, прям, знаете, качество хорошее. Ну, вообще, прям классно. Нам нравится, да? Нам очень-очень нравится. Дальше, что у нас тут еще идет? Попалась у нас кошка.
Ты пока с Людичкой поговори, пока я буду распаковывать. Людичка пока. Людички, а вы знаете, что самолет может сделать как бомба? Они вот так лопаются, буф, буф. Вот такие клубы. Они вот такие должны, и вот такие штучки. А вот птица. Теперь у нас, мы штанички не будем снимать, просто будем показывать. И тут вот такие вот толстовочки. Девочки, какое хорошее качество. И тепленькие, тепленькие. Посмотрите внизу. Прям тепло. Видите, какое внизу? Классное. Прям как кашемирово. Прям такое тепло отличное. Это тоже на 7 лет. Мы сейчас вам покажем. Оденем и покажем. Вот. Вау, как красивая! Тебе нравится? Да! Вот смотрите, девочки, на 7 лет. Ну вот скажите. Вот, наверное, спинку закрывает. Повернись задом, пожалуйста. Самое главное, вот это место закрывает. Спина обычно. Сейчас, которые вещи заказываю на 6 лет, они, в принципе, и хорошие. Ну, она чуть нагнется, у нее бывает спину видно. Само вот это место должно быть же закрыто. Почки, вот это все, поясничка, все. Смотрите, как красиво. Такие... Сейчас нагонусь и увидите. Нет, Лидочка не видит. Кажется, она большая мне. Кажется, она не подтягивается. Угу. Видишь, какая это красивая кофточка. Такой прям насыщенный зеленый цвет, очень красивый. Спасибо, да, Васильку большое? Спасибо большое. Теперь в садик будем менять, каждый день будем разные вещи носить. И плюс нам еще одна посылочка идет, там вообще одни платья. Все, идем дальше. Идем дальше. Дальше у нас вот такая вот толстовка идет. Тоже на 7 лет, девочки, на 7 лет, чтобы вы видели. Ну, тут зеркалит камера. Чтобы вы видели, это кофточка на 6 лет. Вот такая вот желтенькая. Смотри, подходит даже с лапками с этими, да? Вот такая вот толстовочка. Красиво. Достань ручки из кармана, не балуйся, Софиш. Ну ты вот прям, ой, сколько у вас энергии. Я вообще в шоке. Так же нельзя баловаться. То Лидочка скажет, что ж это, Софишка в садик ходит и все равно балуется. Лидочка, что они же будут смеяться, так же нельзя. Сюда смотри, пожалуйста. Вот, покажи. Такая толстовочка, да? Посмотрите, поближе подойди. Сейчас я. Посмотрите, Людечки. Чуть дальше отойди. И лапки желтенькие, прям как будто подходит. Ой, какая кофточка у Софички. Смотрите, здесь ничего не видно. Да, тепленько, ничего не видно. Хорошо, да? Мам, а там внизу дырка. А? Там внизу дырка. Красиво, да? Очень хорошо. В общем, эта кофточка тоже на 7 лет идет, девочки. На 7 лет и можно носить даже как костюмчиком, в принципе. О, Очень красиво а смотрится, да? когда другая рука? Угу. Две ручки встречаются, да? Всем приветики! Карманчики, всем приветики, да? Вы, мадок мой молдого, да? Я не могу. А кто ты? Ой. Это постель упала. Да, ну хорошо. У тебя такая яркая губная, прям как бы вызывающе выглядишь. Это детская косметика, да? Нет. Нет? А почему ты не пользуешься своей детской косметикой? Потому что она не красится. Я вот красила, она не красится сильно. Слабая, да? Да. Ты-то яркая девушка должна быть, да? Ну давай, все, идем дальше. Убрала я подушки, они меня бесили. Девочки, дальше идет вот такое платьечко. Красивое тоже на 7 лет. Я вот этот раз все заказывала на 7 лет. У меня же 5, а не 7 лет. Ну так, у тебя 5, но ты... Бог уйма. А вы вчера, ты расскажи людичкам, что вы вчера в садике учили чеченский язык, да? Да. По чеченке, да, разговаривали? Да. Вот. Чуть-чуть рукавчики большеватые, но это не страшно. Тебе ровненько стой. Ладно? Красиво. Чуть дальше отойди, чтобы людички посмотрели. И, девочки, еще такие штанишки пришли. Это вот тоже на 7 лет, кстати, на 7 лет. Это стань, пожалуйста, стой ровно и не кривляйся.
Это вот с такими лампасиками. Это пришло отдельно. То есть это не костюм. Но я, как сказать, она будет носить у меня как костюм это в садик. Да, Софиш? Да. Как костюмчик можно делать. И вот с этими штанишками ходить. Да, сейчас мы даже покажем. Сейчас покажем. Девочки, смотрите, вот штанишки одела. И они прям кажется, как будто костюмчик. Реально, да? Стой, стой, хорошо, стань хорошо. Вот так. На подиум, да? Мама, знаешь, я знаю песню. Песню? Да. Какую? Лису ладила. Только нужно стоять ровно. Я не люблю, когда детки кривляются. У нее он же Ляля спит, да, в коляске? Да. Я люблю, когда ты красиво поешь. Родилась ялочка В лесу. росла зиму и лето сонная зеленая была. Ура! Молодец, Софишка. О, давай пойдем на центр, я буду петь. Ну, куда пойдем? На центр, где я буду петь. А, на сцену ты хочешь, да? Да, Соня. Ты прям рвешься на сцену. Ты, наверное, будешь певица, да? Конечно, певица. Вы прям отведете меня, вы меня, будете вы вот так близко со мной сидеть, а я буду петь. А, да? Мы будем в первых рядах, да? Ну, понятно, мы ж по блату. Да, все правильно. Угу. Анжела была певицей? Да, была. Когда? Ну, не так давно. Хорошенькие штанишки, да? Прям тепленькие, да? В садик, да, Софишка будет ходить? Угу, хорошо. Очень хорошо. Все, давай дальше, следующее будем мерять. Спускайся со сцены, пожалуйста. Спасибо большое, браво. Аплодисменты. А вот, людички, посмотрите, лисичка, сестричка платье. Ровненько, стой. А давай я покажу, как я могу танцевать так красиво. Я у мультики нашла. Нажала на становлюсь на цену. На сцену пока не надо становиться. Почему? А, девочки, еще это платье отдельно, штанишки такие же, как и синие, отдельно. Тоже можно, в принципе, одевать. Давай, одевай платьечко. Отдельно. И можно тоже носить в садик. Под низ носочки нам отправили хорошие. Мама, подожди. Черные? Ну да, штанишки это ж клевые, черные. Так же модно, круто. Модно. Угу. Это у нас была Другие одевай. черная. Качество, девчонки, супер. Просто супер. Сколько мы уже носим? Уже года 2 с Василька вещи мы носим. Это вообще что-то. Чудо из чудес. Только не баловаться. Показать, как я на сцену пою? Смотрите. Поверни сюда. Покажу, как я танцую. То так сначала делаю. На команду ложу. Угу. И вот так. И тогда достаем. Делаем вот так. Опять. И потом все. Все. Спасибо большое. Я сильно знаю все. Вот такой костюмчик лисички. Не костюмчик, платьечко отдельно. Я цену озвучу, девочки, в конце я озвучу цены. Ну, что со штанишками можно, пожалуйста, носочки взяли, да? Где у нас носочки? Вот носочки одели. Допустим, держи в руках вот такие носки одели, да? Серьезно делаю. И все, и в садик хорошо, пожалуйста, правильно? Угу. Одевай. Бисмиллах, одевай. Только шевелись, людички тебя ждут. Одела, покажи носочки. Угу. Подожди, стоп. Да, отойди дальше, чуть дальше отходи. И вот такая вот красота. Пожалуйста, в садик, да? Хорошо, тепленько. Чуть-чуть большеватые штанишки, ну ничего, под низом будут колготки. Да, и хорошо. Говори теперь все, Васильку большое спасибо. Мы будем еще заказывать. Нам все понравилось, говори. Василек, говори. Василек, спасибо. Василек. Спасибо, Василек, что эти ты вешаешь. Мне очень нравится. Я пойду в садик, и меня все увидят, улыбнутся и будет... Улыбнуться и будут хлопать, да? Будут говорить, какая Софичка красивая, да? А можно
можно носки снять и пойти, я хочу так посмотреть. А ты скажи, вы в садике по чеченке учили? Конечно. Что вы выучили? Расскажи. Солнце, сон ест, в море. А, Вот так. солнце дес, да? Сон ест, в море. Солнце дес, ты еще говорила вчера. Так, Людочка, нужно сказать, вомолел это Бог, куду? Вомолел. Это вот так баловаться. Не баловаться, вомолел, да? Не балуйся. Да. А когда говоришь, сон это есть, сон кушать хочет. А когда солнце ест, я не кушаю, смотрю телефон. Я не хочу солнцеест, не хочу. Солнцедес, не хочу, да? Вот, так что вы видите, какой вы получаете толк от канала Киса Чечня и София. Вы сможете учить чеченский язык вместе с Софией, да? Вомолела она, да? В море. Вот так вот. И вот так бегаешь, а орут как лет. Я говорю, в море. Вот, вомолел. Ну все, давай, мы тебя провожаем, а дальше мама покажет все остальное, Ага. хорошо? Сейчас не сниму. Так, девочки, заказала себе вот такую вот пижаму. А, это халат. Халат. А я почему-то подумала, что я такую пижаму заказывала, наверное, в другом каком-то магазине. Да, она еще не пришла. Это халат, девочки, это халат. 54 размер. Сейчас покажем. Ой, девочки, какая красота. Как мне нравится. Вот такой вот халатик. А я вперед заказывала пижаму такую, у меня была. И я подарила ее своей сестре, Хадиже. И вот она, когда приезжает, бывает, ее привозят с собой, одевает. А мне так нравится. Не сказать, чтобы я пожалела, потому что, во-первых, как можно пожалеть для сестры. Во-вторых, я знаю, что я прекрасно могу себе заказать еще такую. И где-то я заказывала. Но, видимо, это будет в следующей посылке. Что я костюм такой. Вот не костюм он, а вот такая же красная, квадратная. Там идет как пижама, ну, кофточка и брюки. А это вот такой вот халатик. Мне очень нравится. Он не длинный. Это на мне 54 размер. То есть вещи вот такие вот для взрослых. Василек как бы идет один в один. А вот размеры, ну, может, Софичка то, что у нас рослая, да, я ей вот то на 6 заказывала теперь, ну, ей же вот 6 в этом году будет, но я уже на 7 заказываю, да. Ну, вот такой вот халатик симпатичный, мне очень нравится. И материя очень хорошая, девочки, ссылочку на Василек я оставлю в начале комментариев, закреплю их Инстаграм и вот этот магазин, да, где полностью вы сможете посмотреть. Там все мужские вещи, детские, полотенца, пледы, постельное. В общем, Василек это мой любимый магазин, интернет-магазин. Они всегда работают 100%. Вот ты заказал, все, сразу же пришел товар, именно то, что ты хочешь, все быстро. Никаких особых претензий нет, просто это все показать, да. Даже они не требуют там конкретно на себя что-то одевать, это просто я хочу вам, чтобы вы вот видели, да, что мы заказываем, мы носим эти вещи, да, нам отправляют их на обзор, но, вы знаете, если бы были плохие вещи или детские, ну, заказывали бы уже там постельное что-то, да, с ним же я могу сделать все, что я хочу, там, могу подарить, могу продать, да, но я пользуюсь сама этим, я заказываю, у нас вся семья пользуется, вот в этот раз нужно было бы вещи заказать супругу. Ну, у него-то есть вещи, но просто я увидела мужской ассортимент, очень красивый. Мужской, там, олимпийки, вот эти вот брюки теплые, спортивные. Очень хороший товар пришел. Просто мне сейчас подписчица, которая мне присылала посылку с Германии, ей очень много чего понравилось там. И она как бы хотела заказать у меня. Вот, конечно же, все, я это закажу, отправлю ей бесплатно, даже 2-3 посылки подряд. Вот, потому что она для меня тоже хорошее дело сделала. С Абхазией женщина тоже, я не забыла. Всем все по очереди. Потому что вещи очень хорошие, качественные. Даже людям за границей люди заказывают, людям нравится. Поэтому нам тут, живящим в России, да, никакого труда не стоит совершенно это все заказать. То есть она хотела заказать, но она живет за границей, она не имеет на это возможности. Она написала мне, и я закажу ей все, что ей надо. Понятно, да? Дальше, девочки, что касаемо товара такого, как вот... что это у нас? Что это у нас? Сорочка. Что касается сорочек, это у нас какой размер? 54-й.
У меня как бы, не как бы, у меня всего этого полно есть. Я не пользуюсь всем этим, а я заказываю на подарок, или кто-то придет в гости там, или кому-то там одеть, да. Вот такая вот хорошая такая стрекоза нарисована. И здесь вот видите, вот зажата. Вот так вот. Очень красивая вот такая вот женская сорочка. Вот это вот 54 размер. Вот, очень хорошее качество у них. Вот по краям вот так стрекоза, а посередине вот такой вот белый кусочек. И очень хорошо. Ткань просто супер, девочки. Вот заказывайте в Васильке вещи, вы не пожалеете. Вот реально очень все качественное, все хорошее. Каждый через день стираем. Я же вообще на это больная в этом плане. Мне, чтобы у нас это стиральное вообще не прекращает. Да, наверное, у многих так. Все одела утром, все, пошли, простянули, высохла. Вот. Вот такая вот хорошая сорочка. Я, девчонки, все не буду открывать, но вот это вот тоже вот размер 58. Это тоже вам покажу. Просто, чтобы вы увидели вообще, что оно из себя представляет. Большие размеры. Это там... Это, скорее всего, моей старшей медсестре будет. Да. Да, это 58 размер. Она очень хорошая, длинная, красивая. Вот такая, вот такой вот рукавчик красивый. Вот. Вот такая вот сорочка. Хорошая, свободная. Ей будет хорошо. Вот такие вот дела, девочки. Большую я заказываю на подарок там или кому-то дать. Дальше 54. 100% качественный хлопок. 100%. Дальше. Вот такая вот идет с зеленым цветом. Вот такая вот тоже очень хорошая. Качество просто супер. Это вот 54 размер. Посмотрите, какой рисунок нежный, красивый. Очень хорошие такие у них. Все, у них там и сорочки, и комплекты, брюки и кофта, и шортики, и маечки. Ну, все, что для нас, женщин, нужно. Все у них есть, девочки. Две вот такие я как-то показывала. Я открывать не буду. Это вот у нас одна 50-й, другая 54-й. Это еще понадобится. Кому дать, кому подарок положить. У меня часто бывают гости. Я такое заказываю не только для себя. Я такая. Россия щедрая душа. Я не жадный человек. Я даю, мне Аллах несколько раз больше дает. Я в этом плане не жадная. С людьми, которые со мной по-хорошему, которые ценят меня, любят и уважают, для них я весь мир бы этот отдала. Мне вообще ни грамм не жалко. И никогда не было жалко. Вот такие вот тоже есть. Дальше, девчонки, 2 пледа пришло мне. Покрывало 2 одинаковых. Я вам сейчас вот расскажу. Пижама, давайте так вкратце. Пижама для девочки желтая, мы смотрели, 455 рублей. Толстовка для девочки желтая, 525 рублей. Отличная вещь. Носки 45 рублей. Упаковка на 270. Толстовка для девочки ментоловый цвет, такая зеленая была, да? Она 385 рублей. Туника для девочки серенькая, как платьечко, 595. Платье для девочки изумрудный цвет. Помните, я с брючками одевала еще ей? Оно 490 рублей стоит. Платье для девочки оранжевое, точно такое же, только оранжевое, 490. Ну шикарное платье. Ну, девочка, 490 рублей. Ну, туника для девочки розовая, 595 рублей. Лосины для девочки черные, 333. Лосины изумрудные, что под ту туничку. Лосины изумрудные, 333 рубля. Женская сорочка больших размеров, я вам сейчас показывала, она 308. Женская сорочка 252, другая. Покрывала плюш, 2 их, 2. Они по 890. Вот я их искала. Они 150 на 200. То есть они что выходят, большие? Что-то не поняла. Я уже не помню, какие размеры, правда, заказывала. Вот правда не помню. Но качество супер, девчонки. Мягкая. Посмотрите, какая мягенькая, хорошая. Нет, это 1,5. Это я заказывала, хотела еще в кухню на диван. Вот. Смотрите, какая красивая. Переливается и прям такая мягенькая. Вообще супер.
Просто класс, посмотрите. А, это я заказывала 2 одинаковых сюда на диван и на кресло. Я вспомнила. Да. Я вспомнила. Вот цена у него какая. 890. Вот такой вот плед. Ну, шикарный. Их 2 одинаковые, девочки. Вторую я открывать не буду. Они вот 2 одинаковые. Вот так это выглядит. Поэтому заказывайте, пишите. Ну, вещи реально хорошие. Прям все хорошее, отличное. Просто супер. Да, эти я, по-моему, надевала. Ну, до Нового года еще заказывалась. И после Нового года уже столько событий, и свой товар, и все это уже, знаете, просто, как говорится, забывается. И вот такое вот тоже покрывало плюш. Это тоже такой же размер. Это, наверное, в ту комнату, где у меня кухня. Там серенький с белым палас был у меня на полу. И под него, скорее всего, я заказала, да. И, по-моему, даже с Анжелой выбирали, если я не ошибаюсь. Не помню уже. Не помню, девочки. Да, вот такое вот он. Такое вот покрывало. Тоже красивое. Но, если честно сказать, я не помню. А вы знаете, вот что я вам хочу сказать? Они мне во время того, как я... У них, например, если какого-то товара не оказывается в наличии, они спрашивают, чем можно заменить. И они мне, когда спросили, какого-то нету, третьего, я им сказала заменить на свое усмотрение, да, на свое усмотрение, по-моему. Но я что-то не помню, что именно такую расцветку я заказывала, но не сказать, что она мне не нравится, она очень симпатичная. Нежная такое, серенькая, с белым цветом. То есть мне очень нравится. Будем пользоваться, конечно же. Будем пользоваться. Я и слажу, девочки. Я и подарки делаю. Я и дочерям слаживаю на приданное все вот это им тоже понадобится. Вот. Ну, Анжела свой канал. Она будет его развивать. Она сама себе сможет заказывать потом своим детям. Вот. Ну, я тоже буду помогать. Чем смогу, как говорится. Естественно, буду помогать. Вот дальше, девочки, тут, наверное, еще одно осталось. Дальше комплект пеньюар плюс сорочка, да, но он 952 рубля. Вот халат в клетку, который на мне, 826 рублей. Ночная сорочка 392 и ночная сорочка голубые васильки 392. Вот. Да. Все правильно. Все, теперь сейчас вам покажу еще, как это выглядит все вместе. Девочки, вот смотрите, сколько всего выслали. Просто посмотрите. Вот такая толстовка желтая. Брючки. Вот такой цвет и черный цвет. Вот платьечко. Лисичка. Вот такой вот с голубеньким. Тунички. Черненькая, розовая. Вот дальше. Вот такая вот пижамка. Вот такая вот тоже как бы туничка, кофта. 3 пледа. Вон сколько ночные сорочки. Это очень хорошее качество. Смотрите, какое тепленькое. Просто супер. Ну, цепички в садик, пожалуйста. И пижамка, и тунички, платьечко. Все каждый день будут менять. Еще мы ждем одну посылку. Там вообще очень много платьев. Именно для нее я заказала. Тут вот внуки спят. Счастливые. Да? Счастливые спят. Красота вот такая вот. Ну, цены, девочки, я вам озвучила. Все. Носочки я не одна одела. И на мне тоже халат красный в клетку. Вы видели. В общем, вот такой заказ мне пришел с Василька. Большое спасибо, Василек. Вы просто молодцы. Работаете на все 100%. Все идеально, все, никогда никаких ошибок. Спасибо большое. Будем еще заказывать. Всем рекомендуем. Всем, Василек, рекомендуем, потому что все на совесть, все хорошее, все идеальное. Ссылочку я оставлю
И под видео, и в начале комментариев закреплю их интернет-магазин, их сайт, их страница в Инстаграме. Вы сможете перейти и выбрать, что вы хотите. Жителям, которые живут за пределами, там, куда они не присылают за рубеж, там, Белоруссия, там, куда что, можете мне написать мне в личку, и я все закажу, все, что вам понравится, без проблем. Как я работаю с другими женщинами, они заказывают, я им как бы отправляю. Вот такие вот дела. Все, всем пока, девочки, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы мои самые лучшие подписчики. До свидания всем.